Салам, друзья, меня зовут Саша, и сегодня мы с вами будем смотреть Кайрат Кыргыз Жатык Кез. Да, друзья, вчера я устраивал опрос на своей страничке в сообществе, какую песню вы хотите посмотреть. Там проголосовало 30 тысяч человек. Кстати, друзья, заходите на страничку сообщества, я буду там чаще устраивать опросы по поводу просмотра песен. Кстати, вот он, этот самый опрос, в котором выиграл, собственно говоря, Кайрат Кыргыз Жатык Кез. Поэтому именно сегодня мы его и посмотрим. Скоро мы посмотрим с вами группу Адем и другие кыргызские и не только кыргызские треки. Также казахские будем смотреть и других стран, возможно. Поэтому, если хотите, подписывайтесь на канал. У нас впереди с вами очень много всего интересного. Ну а сегодня, как вы поняли, я буду снимать не один, а вместе с моим другом. Петруша, поздоровайся. Ты можешь поздороваться? Неприлично не здороваться, Петруш. В общем, он не хочет с вами здороваться, ну, не знаю почему. Он умеет вообще говорить, но как бы... Здороваться он не умеет, он говорит только «Привет, Саша», «Хочу есть», «Выпусти меня» и «Какашка» еще говорит, кстати. Да, это самое лучшее, чему его научили. Причем он сам научился. Да. Также, друзья, буду вам очень сильно благодарен, если вы также подпишетесь на мой инстаграм, а не только на канал. Вот мой инстаграм, нижнее подчеркивание, Санек, нижнее подчеркивание. Выкладываю много фотографий. Хотя не могу сказать то, что много, 6 дней назад была последняя фотка. Но выкладываю истории, по крайней мере, я стараюсь. Общаюсь с вами, можете мне написать в директе. Я вам обязательно отвечу. Также в ВК можете мне написать, я тоже вам обязательно отвечу. Ну ладно. Если хотите, то подписывайтесь, я буду вам благодарен в любом случае. Друзья, привет, сегодня у нас получает Денис Кадыральев. Вот твой комментарий, спасибо, что ты его написал. Если вы хотите, чтобы я передал привет именно вам, то я не буду рассказывать, как получить привет, вы все равно знаете. Просто пишите любой комментарий, и, возможно, в следующем видео привет получите именно вы. Еще желательно, чтобы люди его пролайкали. Ну а мы будем начинать наш просмотр. Кстати, я надеюсь, что попугай у меня не будет кричать на заднем фоне, потому что, как бы, с появлением кота у меня дома, я стал его выпускать реже, и поэтому он очень радуется, когда я его выпускаю. Ладно, начинаем. Может быть, во время записи этого видео он прилетит, сядет ко мне на плечо. Будет вообще шок-контент. Ну, в общем, увидим. Начинаем просмотр. Так, это... Ух ты! У него такие необычные брови, посмотрите, они у него прям на лоб налазят. Прикольно, слушайте, я такое впервые вижу, если честно. Также у него такая бородка. Или что это? Прикольный образ. И прическа, кстати, тоже. В общем, попугая пришлось вынести в другую комнату, потому что он кричит. Ладно, все, смотрим дальше. Ну, мне нравится его образ, он необычный. Также голос у него необычный. Мне нравится его прическа, кстати, классная. Я вообще люблю необычные прически, как вы видите, у меня тоже необычная прическа, потому что вот просто вот такие вот налысо выбритые прически, но мне не нравятся, серьезно, это как-то, ну, не очень. Но это мое мнение. А вот мне интересно, сколько этому исполнителю лет? Наверное, лет 20. Может быть, 30. Здесь у него брови обычные такие. Да, все-таки вот эта вот борода, которая у него вот здесь, она нарисованная, потому что в одном кадре она есть, а в другом кадре ее нету. Ну, прикольно, прикольно. Знать бы еще смысл этой песни, вообще было бы шикарно. Ты. Так прям голос злобный стал такой.
Слушайте, у него голос реально необычный. Какой-то такой... Ну, я не привык к такому голосу. Особенно в кыргызской музыке. Эту песню хочется переслушивать. Она зажигающая. Вот, знаете, эта песня настолько же зажигающая, как «Это будет в июле на Иссык-Куле». Помните такую песню? Я помню. Ой. Но образ у него очень прикольный. Слушайте, друзья, а вы можете, пожалуйста, мне написать, о чем эта песня? То есть, какой-нибудь краткий перевод, если вам не сложно, пожалуйста. Потому что я вообще не понял смысла. Как бы здесь девушки танцевали, он танцевал. Смысла я не понял. Но... Ну, спасибо, друзья, то, что вы мне посоветовали посмотреть эту песню, потому что... Вот я недавно проснулся, сейчас у нас 10 часов... Хорошо, уже 11. Я только проснулся, ну вот час назад проснулся, в 10, хорошо. И как бы у меня настроение было не очень, потому что у нас за окном вчера была такая погода, что вообще... У нас каждые полчаса был дождь, прекращался. Я вчера выходил в магазин купить себе мороженку. Вышел в магазин, купил мороженое, дождя не было, начал идти домой, дождь пошел, вот так вот. И вообще у меня настроения не было никакого. А вот сейчас послушал эту песню, настроение прям... Вот такое стало. Друзья, огромное вам спасибо, то, что посоветовали посмотреть именно эту песню. Она серьезно зажигательная, и исполнитель молодец. У него очень классный образ. Я впервые вижу такой образ, чтобы брови были накрашены так, что они вот на лоб находят. Но это прикольно, согласен, это прикольно. Также у него прическа такая необычная. Я очень люблю необычные прически, потому что это всегда смотрится, знаете, как-то выделяется человек с необычной прической от людей, которые вот с такой прической. Ладно. Ух ты. А неплохой стиль. Да нет, ужасно. Также у этого исполнителя очень необычный голос. То есть я не привык слушать такой голос вообще в музыке, а особенно в кыргызской музыке. Я привык немножко к другим голосам, но этот голос реально необычный. И я впервые такой слышу. Но у меня есть к вам просьба, друзья. Пожалуйста, напишите мне перевод этой песни, хотя бы примерный перевод, о чем он поет. Потому что я ноль. Я просто ничего не понял, пока слушал эту песню. Потому что здесь ни по клипу непонятно, ни русских субтитров нет, даже английских субтитров, ни корейских нету. Конечно, по корейским я бы не понял в любом случае, но... Да. Ладно, огромное вам спасибо за просмотр. Надеюсь, что вам понравилось это видео. Советуйте мне больше таких же классных и интересных клипов. Всем удачи, друзья, и всем пока-пока.